Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Елена Зинатуллина. И вот о чем расскажем в выпуске. Ни вывоза, ни объяснения. Вы что делаете? Так делать нельзя. Меня еще посылают. Как контейнерная площадка в Киндерях превратилась в огромную несанкционированную свалку. В причинах разбирался Рамиль Шайдулин. Они пережили страшный паводок, теперь готовятся к зиме. С такой помощью к зиме мы уже готовы. Огромное спасибо, что вы нам помогаете, не забываете. Как Татарстан помогает татарским деревням Омской области, расскажет Алия Хайрудинова. Изменение климата, загрязнение воздуха и опасные метеоусловия. В сфере опасных агрометеорологических явлений заморозки, суховей был, почвенная и атмосферная засуха. Почему лето затянулось и какую погоду ждать дальше, расскажет Вероника Гайнутдинова. Медицинская помощь каждому. Вчера на направление на операцию взяла. О работе мобильных поликлиник в репортаже Алены Струминской. Мусорный вал проблем вновь накрывает пригородные поселки Казани. Народный контроль трещит от жалоб населения. За полгода более 1000 сообщений, почти 200 из них за последний месяц. В Киндерях мусорные горы растут с весны. Проблема как в серых мусороперевозчиках, так и в законодательстве, которое не регулирует вывоз крупногабаритных отходов. По данным Минэкологии, на несанкционированный сброс мусора жалуются 63% татарстанцев. Какое решение предлагают депутаты и как местные власти вынуждены за свой счет ликвидировать стихийные полигоны? Репортаж Рамиль Шайдуллина. Это наглые люди. О чем с ним можно разговаривать? Жительница Киндерей Наталья Горшевикова с горечью рассказывает, что сейчас живет в поселке, который можно переименовать в свалочный. Все из-за тех, кто свозит сюда строительный мусор. Газелин приезжает и КАМАЗами выкидывают. К ним подхожу, говорю, вы что делаете? Так делать нельзя. Меня еще посылают. Мне еще рукоприкладство начинают угрожать. Поражают не только масштабы происходящего, в голове не укладывается то, как вообще. В такую огромную свалку могла превратиться изначально контейнерная площадка. Теперь из-за мусора давно не видно ни контейнеров, ни части дороги. Под отходами погребена даже лесополоса. Одежда, продукты, мебель, бутылки. Среди деревьев можно найти даже то, что есть не на каждом мусорном полигоне. С середины лета примерно началось. До этого убирали регулярно. Проблем не было. Почему так, не знаю. За вывоз твердых коммунальных отходов с этого участка отвечает регоператор УК по ЖКХ. Как нас здесь заверили, свою работу они выполняют регулярно. Копится же крупногабаритный и строительный мусор, за который они не отвечают. Свалка связана в первую очередь с отходами не ТКО, строительными и крупногабаритными. Сюда свозят и выгружают строительный мусор огромное количество серых возчиков. Вчера УК по ЖКХ приступила к зачистке площадки своими силами. Было вывезено более 360 кубометров строительных и крупных габаритных отходов. Сегодня работы продолжатся во второй половине дня. Строительный мусор, сообщили в Минэкологии, сюда складировать нельзя. За такие нарушения ответственность понесет районная администрация. По данному факту, в адрес администрации Советского района было направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Данное предостережение не исполнено. Был осуществлен повторный выезд и будет направлена претензия. Документы будут отправлены в суд. Как объяснили в администрации Советского района Казани, работы по очистке уже ведутся. Для этого привлекли отдельного подрядчика. С 23 сентября на данном участке идет процесс ликвидации навалов мусора в рамках муниципального контракта подрядной организации «Чистый город». Ориентировочные сроки завершения работ до конца текущего месяца. На днях на проблему в своих соцсетях обратила внимание депутатка Гордумы Дарья Санникова и предложила свой вариант решения. Наша задача сейчас и профилактические меры усилить, а именно установить специальные таблички с информацией о том, что в случае загрязнения окружающей среды будут оштрафованы. Суммы штрафов они в разных объемах. И мы также планируем установить камеру для фотофиксации. Пока администрация обещает привести площадку в порядок, а депутаты защитить ее от нарушителей в будущем, жители Киндерей продолжают копить мусор у себя во дворах. Несмотря на начатые работы, контейнеры по-прежнему стоят переполненными. Рамиль Шайдуллин, Андрей Мендубаев, ТНВ, Казань.
В России выявили 2 случая заболевания новым вариантом ковида ХЕС. Они зафиксированы в Ростовской области и соседнем Башкортостане. Сейчас Роспотребнадзор ведет регулярный мониторинг ситуации по стране. Основные симптомы – лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, головная боль, насморк. Санитарные врачи рекомендуют использовать средства индивидуальной защиты, мыть руки с мылом, проветривать комнаты и избегать контактов с заболевшими. Лето 2024 года стало самым жарким в истории в северном полушарии. В России оно вошло в тройку самых теплых. Все это следствие глобального потепления на Земле. Сегодня в Казани специалисты России и Беларуси обсуждали природные изменения. Как обмеление рек влияет на обилие осадков, как Татарстан за сезон проходит череду катаклизмов, почему своевременное информирование населения становится все более востребованным, расскажет Вероника Гайнутдинова. Функционирование основных отраслей экономики и обеспечение безопасности населения без эффективной работы гидромедслужбы в любой стране мира. Прогноз погоды, информирование об опасных природных явлениях и наблюдение за изменением климата. Этим и не только занимается гидрометеорологическая служба. За одним столом сегодня специалисты из России и Беларуси. Совместно они работают уже больше 30 лет. Казань стала площадкой для новой встречи. Метеорологи отмечают, Татарстан – регион с одними из самых лучших показателей по чистоте воздуха. В Татарстане, я знаю, очень много уделяется времени и сил именно борьбе, наверное, с загрязнением окружающей среды. Это видно и невооруженным взглядом для любого приезжающего сюда. Я достаточно часто здесь бываю и дышу этим же воздухом, и разницу чувствую, поскольку очень много езжу по стране. Поэтому Татарстан один из передовиков в этом плане. Метеорологи обсуждают мониторинг окружающей среды. Сейчас разрабатывают новую современную программу по наблюдению за ней. Специалисты говорят, чтобы дать точный прогноз, нужно больше информации. И это взаимодействие сейчас как никогда необходимо. Сложная политическая обстановка в мире. Вот тогда действительно Росгидромет нам подставил свое плечо, помог. Мы покупаем оборудование в России, мы обмениваемся информацией с Росгидрометом в более усиленном режиме. Они предоставляют нам свои программные какие-то решения, программные комплексы, в свою очередь мы. И вот эта вот сложная политическая обстановка, она, может, даже больше способствовала усилению наших взаимосвязей. Сейчас главная задача – приспосабливаться к природным явлениям и предупреждать об их наступлении. Наводнения в Оренбургской, Омской, Курганской, Тюменской, Челябинской областях, сильные дожди и оползни в Сочи. В Татарстане в этом году аграрии пережили все виды опасных метеоявлений – заморозки, суховей, переувлажнение почвы. Одна из острых проблем – обмеление Волги. Уровень воды в 2023-м опускался до критических отметок. Сейчас в Куйбышевском водохранилище уровень воды на 2 метра выше прошлогодних показателей. Есть на сегодняшний день необходимость пересмотреть возможность расположения пристань для малых судов. А вот в период низкой воды, наверное, все-таки надо пересмотреть не традиционные, которые там с 1956 года были расположены пристани, а вот с учетом динамики изменений. В этом году погода не раз удивляла татарстанцев. Жаркий сентябрь синоптики называют затянувшимся летом. Тепло у нас задержалось благодаря антициклону. Сейчас температура понизилась, ночью заморозки, но солнце еще порадует. Продолжение календарного лета, по большому счету, можно так сказать. А бабе лето вполне вероятно, что еще будет период потепления и в октябре. То есть после периода похолодания, период потепления, и это тоже будет считаться бабьим летом. Из-за такой смены погоды у нас постепенно сокращается отопительный сезон, признаются специалисты. Вероника Гайнутдинова, Альбина Минаева, ТНВ, Казань. Все катаклизмы природы на себе в этом году ощутила Омская область и до сих пор борется с последствиями. Сегодня в пострадавшие от наводнения села доставили 5-ю партию гуманитарного груза. Его собрал Всемирный конгресс татар по поручению Рустама Минниханова. Вице-премьер Василий Шейхразиев лично пообщался с жителями сел Ашеваны и Эбаргуль. Здесь пострадали 210 домов. Сейчас область готовит их к зиме, ремонтирует жилища, обеспечивают и продовольственный запас. Овощи длительного хранения доставили из Татарстана. Репортаж Алии Хайрудиновой. Вот эта река Ишим с Казахстана, которая идет, оттуда вода пришла с Казахстана. Село Ашеваны находится там, где река Ишим впадает в Иртыш. По словам старожилов, такого потопа, как в этом году, здесь не было с 1941-го. Большая вода оставила некоторых без домов. Где-то в негодность пришла мебель, смыла дрова. Теперь все пережили, все это вроде
подремонтировали где что надо. Вот. В середине мая Татарстан направил сюда первую партию гуманитарного груза. Тогда же прошли переговоры с губернатором Виталием Хаценко. После принято решение за каждым селом закрепить отдельный район Омской области и адресно решать возникающие проблемы. Танзиле Хамитовой помогли укрепить стены дома, чтобы зимой не продувало. Сегодня сюда прибыла новая фура из Татарстана. На встречу с жителями приехал вице-премьер Василий Шейхразиев. Сельчане собрались за несколько часов у мечети, составили список хозяйств. Здесь пострадали 150 домовладений. В большом гуманитарном конвое все виды овощей на зиму. Картофель, капуста, лук, морковь, а еще макароны и подсолнечное масло. Не было в этом году урожая. Так что огромное спасибо за помощь, за то, что подумали о нас в очередной раз. Нам они помогают всегда, и столько уже помощи было. С такой помощью к зиме мы уже готовы. У нас все-таки уже вот и картошечка будет, и капустка, и вот лук, все у нас будет. А это деревня Ибаргуль. Здесь рядом протекает река Иртыш, и, по словам местных жителей, вода здесь весной прибывала каждый день на 10-13 сантиметров. Видно, как она оставляла следы. На заборе были подтоплены порядка 60 домовладений и приусадебных территорий. Поэтому гуманитарная помощь в виде овощей и продуктов питания сегодня для жителей самое важное. В этом селе пострадали порядка 60 домов. Многие 1,5 месяца жили в пунктах временного размещения. Сейчас очень нужны были овощи и продукты питания. Все еще в дом не можем зайти, потому что все еще ремонт делаем. Пробовали садить в следующей деревне. Ничего не получилось. Все сгнило. Беда жителей Усть-Ишимского района, где испокон веков компактно проживают татары, стала общей. До Нового года Конгресс татар вновь собирается направить гумпомощь соотечественникам. С природой не поспоришь, но эта ситуация показала сила в единстве. Мы на связи с руководством области, они будут помогать. И Татарстан всегда поможет. У нас много культурных проектов. В Ибаргуле установим сруб, где обустроим Дом культуры. В 2026-м в Омске пройдет федеральный сабантуй. Тогда же татарскому селу Ашиваны исполнится 800 лет. Большим проектом будем идти вместе. Алия Хайрудинова, Алмаз Зейдинов, ТНВ, Омская область. В городах республики начали подавать тепло в социальные объекты. В Альметьевске по поручению руководства района отопление включили в 2 детских садах. Пока в городе заработали 2 котельные, с 1 октября запланирован запуск центральных. С начала следующей недели тепло появится во всех социальных учреждениях, только потом в многоквартирных домах. Этим летом в Альметьевске отремонтировали 10 котельных. Также проверили тепловые сети, обслуживающие 850 домов. За 5 лет мобильные поликлиники в Татарстане посетили 200 тысяч человек. Каждого второго отправили на дообследование или к узкопрофильным специалистам. На этой неделе передвижной медицинский комплекс приехал в Высокогорский район. Врачи консультируют жителей отдаленных деревень. Все преимущества медицины у дома оценила Алена Струминская. Комплексный осмотр сегодня. Уже 2-й день. Галине Ерошиной 70 лет. У пенсионерки гипертония, она нуждается в постоянных медицинских обследованиях. В мобильной поликлинике сегодня прошла кардиолога и офтальмолога. Дочь у меня сходила, меня записала, и мы приехали сюда. И здесь очень все так организовано. Мобильная поликлиника в деревне Тимофеевка работает 3-й день. За это время за помощью обратились порядка 150 пациентов. В населенном пункте ФАПа нет. Жителям приходится идти в амбулаторию в ближайшее село Усады. Пешком это почти 2 километра. А за помощью узкопрофильных специалистов едут в Казань. Но такая возможность есть не у всех. Я уже давно обращался к кардиологу. У меня аритмия. Кардиолога вообще нету в районе. Даже в районе нет, не только здесь. И вот то, что приехали, очень большое спасибо, конечно. Врачи грамотные, меняются, очень компетентные. Мобильная поликлиника – это полноценный передвижной медицинский комплекс. Для жителей работают кардиолог, эндокринолог, уролог, невролог, офтальмолог и лаборатория. Задействованы врачи сразу 3 ведущих клиник республики – РКБ, 7-й городской больницы и МКДЦ. Главное – провести профилактический осмотр населения и при необходимости выдать направление для дальнейшего лечения или на дообследование в городе. Мы, зная, в какой район выезжаем, проводим свое совещание
с главными врачами, заместителями, главой сельского совета узнаем, какая потребность, в каких специалистах нуждается район. Мобильные поликлиники в республике 5 лет работают в рамках национального проекта здравоохранения. Они внедрены для диспансеризации жителей удаленных населенных пунктов по поручению Рустама Минниханова. Каждый год 5 автоклиник объезжают все районы республики. За это время охватили 200 тысяч татарстанцев. Почти половина пациентов, которые обращаются к нам, нуждаются в дальнейшем дообследовании. Каждый 15-й имеет скрытую форму болезни сердечно-сосудистой системы. Если учитывать, что это первопричина ухудшения здоровья и смертности, то на 200 тысяч представляется, какая категория людей не знали о своей болезни. С начала года мобильные поликлиники объехали 29 районов Татарстана, порядка 140 населенных пунктов. В Высокогорском районе автоклиника будет работать до конца октября. Дальше отправится в Пестричинский. Алена Струминская, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Высокогорский район. Упал в песок и чуть не умер. В суде Казани вскрыли опасный дефект надзора за программой «Наш двор». На обновленной детской площадке разбился 2-летний мальчик. Глава вину ЖСК отрицает. Подробности читайте в интернет-газете «Реальное время». Рустам Минниханов сегодня с рабочей поездкой находится в Москве. В Кремле он принял участие в заседании Президиума Госсовета по развитию экспорта. Его провел Владимир Путин. Он отметил, тема важна для регионов и городов. И несмотря на сложности, внешнеделовые связи России развиваются, а их география становится шире. Президент страны подчеркнул и роль БРИКС в этой сфере. Мировая торговля и в целом глобальная экономика сейчас активно меняются. Мы часто об этом говорим, и все это очень хорошо знают и понимают. Выстраивается новая система отношений, где на лидирующие роли выходят государства так называемого глобального юга. Динамично растущие страны, участники перспективных интеграционных объединений, таких, например, как БРИКС. И сегодня в Москве Рустам Минниханов провел совещание с министром строительства и ЖКХ России Ириком Файзуллиным. Встреча прошла в рамках подготовки к проведению первого заседания комиссии Госсовета страны «Инфраструктура для жизни», которую по поручению Владимира Путина возглавляет Раис Татарстана. Оно пройдет на следующей неделе. В Москве Рустам Минниханов встретился с министром энергетики России Сергеем Цивилевым. Обсудили вопросы развития отрасли в Татарстане, укрепления международного сотрудничества. Как отметил глава Минэнерго, необходимо создать единые энергостандарты с дружественными странами. За основу взяли нормативы для нефтяников и газовиков, аналогичные разработают для угольщиков и энергетиков. Топливно-энергетический комплекс сегодня драйвер роста российской экономики. Рустам Минниханов подчеркнул, в республике это тоже одно из основных направлений развития. С конвейера КАМАЗа сегодня сошел 2,5-миллионный грузовик. Юбилейным стал сидельный тягач из флагманского модельного ряда К5. Генерального директора автогиганта в Москве поздравил Михаил Мишустин. Он принял Сергея Кагогина в Доме правительства. Премьер-министр отметил большой вклад руководства республики в стабильное развитие предприятия. Как доложил Сергей Кагогин, в эксплуатации по стране сегодня находится 700 тысяч КАМАЗов. Перспективные направления – пассажирский транспорт, в том числе электробусы, которых в Москве уже больше 2000. Отдельно говорили об импортозамещении. Михаил Мишустин призвал не стесняться сообщать о проблемах, которые пока не удалось решить. Вы возглавляете одну из крупнейших в мире автомобильных компаний, компанию КАМАЗ, которая около 55 лет выпускает грузовики, автобусы, электробусы, другие автомобили. Но, конечно, славится она своими грузовыми автомобилями, которые все знают по их качеству, по известности в мире. И уже на сегодняшний день перевалило их количество за 2,5 миллиона. Ту задачу, которую мы раньше решали 10 лет, мы решили за 2 года. Вот, очень много внимания мы уделяли качеству автомобилей, потому что это был важный вопрос. В Госсовете сегодня прошло первое заседание Комитета по бюджету, налогам и финансам в новом созыве. Здесь рассмотрели внесение изменений в закон о бюджете этого года и на 2 последующих. Как отметил министр финансов Радик Гайзатуллин, предусматривается увеличение доходов бюджета в текущем году на 54 миллиарда рублей. Из них 22 миллиарда поступления по налогу на прибыль организаций. Дефицит бюджета уменьшится и составит почти 1,5 миллиарда рублей. А риски еще какие-то сохраняются, что мы можем, я беру условно, конечно, не достигнуть их показателей. По тем налогам, которые мы ожидаем, если таких рисков колебаний не будет, это очень жесткие должно быть изменения.
Возможно, может быть, курс доллара вообще должен, или нефтяники не должны реализовать, или вообще какой-то катастрофической ситуации должна быть. Но на наш взгляд, все объемы, те, которые заложены, они выполнимы. Выборы депутата Госсовета от Чистопольского одномандатного округа состоятся 1 декабря. Сегодня на заседании ЦИК обсудили подготовку. Право голоса имеют 56 тысяч жителей. До 6 октября идет выдвижение кандидатов. До 16 октября должны представить документы для регистрации. Напомним, один депутатский мандат в парламенте 7-го созыва остался вакантным. По Чистопольскому округу несколько кандидатов сняли свои кандидатуры. В случае участия только одного претендента выборы переносятся. Татарстан постепенно переходит в режим событий предстоящего саммита стран БРИКС. Он откроется 22 октября. Сегодня в Казань приехали молодые лидеры международной организации. Это ребята из Китая, Южной Африки, Ирана, Бразилии и Индии. Все активисты своих стран в области молодежной политики, медиа и торговли. Для участия в Казань прибыл посол Китая в России Джан Ханьхуэй. Делегатов приветствовала вице-премьер Лейла Фазлеева. На встрече в Доме дружбы народов говорили о новых возможностях для общего будущего. Так звучит основная тема форума. Участники делятся лучшими практиками культурного и инновационного обмена, говорят о возможностях БРИКС. Также сегодня подписали несколько соглашений. Мы уверены в необходимости дальнейшего развития международного сотрудничества. Важно продолжить работу последовательно по расширению взаимоотношений как в экономике, так и в культуре, спорте, образовании, молодежной политике на основе наших традиционных ценностей. Сейчас в мире происходят масштабные изменения. Один за другим возникают новые вызовы, такие как кибербезопасность и смена климата. Если у молодого поколения есть высокие идеалы, и оно смело возлагает на себя ответственность, то у человечества есть надежда. Про него говорят человек-энциклопедия. Наиль Валеев, выдающийся деятель науки и образования, доктор филологических наук, профессор, автор десятков уникальных книг и сотен научных трудов, отмечает 75-летие. Сегодня в Академии наук Республики к этой дате приурочили Всероссийскую научно-практическую конференцию «Высокое служение Отечеству». Участие приняли 80 ученых из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга и Уфы. Наиль Валеев начинал учителем русского языка и литературы, был ректором Елабужского пединститута, министром образования и науки республики, депутатом 2 созывов Госсовета. Внес весомый вклад в изучение истории родного Чистополя и его культурного наследия. Он и сегодня в творческом поиске. Работы множество и планов огромное количество. Несмотря на возраст, я неустанно тружусь ежегодно. То есть ежедневно с 5 до 8 утра строго обязательно. И работаю, сейчас вот готова книга, но пока держу ее, она не выходит. Особо опасные государственные преступники в Чистопольской тюрьме. Диссиденты, например. Планов очень много. Целые серии будем готовить книг Арсения Тарковского, Михаила Исаковского, Марии Петровых. В рамках конференции пройдут пленарные заседания и тематические секции. Академик Наиль Валеев сам проведет мастер-класс для молодых ученых, расскажет про основы краеведческой работы и поделится опытом исследований по изучению историко-культурных проблем малых городов. Сегодня являюсь научным руководителем, советником отдела инициаторов и авторов концепции создания Чистопольского государственного историко-культурного и литературного музея-заповедника. Наиль Мансурович – настоящая личность. Он человек прямолинейный, со своим мнением, всегда в поиске. Общаясь с ним, узнаешь много нового. Человек-энциклопедия, я бы сказал. Это нужно не мертвым, это надо живым. Сегодня корреспонденты республиканских и казанских СМИ провели субботник на Новотатарском кладбище. Привели в порядок могилы своих коллег, известных журналистов. Это Фаик Надыров, Галим Рябков, Мударис Мустафин и многие другие. Эта акция стала уже доброй традицией для медиасообщества. С самого утра работники телевидения, радио и газет трудятся на Новотатарском кладбище. Они наводят порядок на могилах известных журналистов республики. Субботник организовал коллектив газеты «Ватаным Татарстан» совместно с Союзом журналистов. «Ватаным Татарстан» – это издание с великой историей, с более вековой историей. И за это время там работали достойные, очень значимые личности. И наша цель нашего поколения чтит
традиции. Ильшат Аминов убирается на могиле Фаика Надырова, 20 лет возглавлявшего Государственный комитет по телевидению и радио ТССР. Традиции, которую он заложил, продолжают жить и в современных медиа, считает председатель Союза журналистов. Это один из тех людей, которые создавали базу, основу телерадиовещания в республике, основу татарского телевидения и радио. Наша задача, потому что мы все, как вы знаете, стоим на плечах гигантов, передать эти традиции будущим поколениям. На протяжении 10 лет Галим Рябков работал главным редактором газеты «Ватаным Татарстан». Рядом похоронена дочь. Других родственников у журналиста нет, поэтому за могилой долгие годы никто не ухаживал. Сегодня повесили новую табличку, очистили памятник. На этом кладбище очень много журналистов, которые внесли большой вклад в развитие татарстанской журналистики. Мы должны про них помнить, не забывать. С одной стороны, облагораживаем, чистим. С другой стороны, мы параллельно узнаем много нового о нашей сфере и о наших аксакалах журналистики. Ново-татарское кладбище – место упокоения драматурга Туфана Миннуллина, журналиста Мудариса Мустафина, поэта Габдуллы Тукая и многих других. Главная задача для современного поколения – не дать времени стереть их имена. Алена Струминская, Нзиля Хусаинова, Андрей Ключников, ТНВ, Казань. В завершении о водном поло. «Синтез» стартовал в сезоне с крупной победы. Дома казанцы разгромили астраханскую «Сшор» со счетом 24-3. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Динаром Бодрудиновым. А я с вами прощаюсь. До встречи. Здравствуйте, Исядмесис, в студии Динар Бодрудинов. Большая часть европейской части России, в том числе Татарстан, находится под влиянием мощного антициклона. Температурный фон повысится. Сейчас подробнее. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Кукмаре, Арске, Зеленодольске малооблачно, без осадков. Температура днем плюс 18-20, ночью плюс 4-7 градусов. В Буинске, Кабицах, Тетюшек переменная облачность, дождей не ожидается. Температура днем 18-20, ночью 4-9 градусов тепла. В Чистополе, Нурлате, Мамадыше будет облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют. Температура днем 18-19, ночью от 2 до 8 тепла. В Нижнекамске, Менделеевске, Актаныше переменная облачность, без дождей. Температура 18 градусов тепла днем и от 4 до 6 тепла ночью. В Альметьевске, Бугульме и Бавлах малооблачно, без осадков. Температура днем 16-18 градусов, ночью температура от 1 до 4 градусов тепла. В туристических городах республики будет тепло и солнечно. В Свияжске днем плюс 20, ночью 7 градусов тепла. Будет ясно, без осадков. В Болгаре днем 18 градусов, ночью около 8 градусов выше нуля. Здесь переменная облачность, дождей не обещают. В Елабуге температура плюс 18 градусов днем и 4 градуса тепла ночью. Переменная облачность, осадков не ожидается. В Казани будет светить солнце, без осадков. Температура днем составит 20 градусов тепла, ночью плюс 8. Атмосферное давление выше нормы. Оно составит 764 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный около 5 метров в секунду. Влажность воздуха 27%. Магнитное поле Земли спокойное. Это все о погоде. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Кэннерго замышло болсын.